Академик Валаиль Петрович Казначеев занимается экологией, биосферой, здоровьем планеты и людей, живущих на ней. В этот раз он летел в самый северный наслег Вилюйского района. Туда же на каникулы к родителям летела и Альбина Иванова, студентка Якутского университета, получившая на Всемирном фестивале молодежи в Москве диплом за игру на якутском народном музыкальном инструменте хамуси. Семья Альбины Ивановой – типичная якутская семья. По своему укладу и образу жизни ничем не отличающаяся от своих соседей. Столетиями их предки жили здесь, среди двух озер, окруженных тайгой. Это из старой кухни вашей якутской? Это идет издалека? Из старой кухни. Из старой кухни. Ага. И сразу у всем детям дают ложки. Ага. Вот кто сидит за столом, все из одной посуды ложками тут. Ага, вот это. Кушаем. Причем эта хозяйка вот этот мутовку отдает самому любимому ребенку. Ага. Или самому младшему. Если вот ребенка так сильно любит, то там, чтобы больше было с остатками. Блюдо, которое показывает Анна, называется чухачо. Кусочки мороженой печени оборачивают листиком внутреннего жира и на деревянных палочках готовят на пару. Якутские женщины – домовитые хозяйки и любят гордиться своими заготовками. На завтрак обязательно сливочное масло или взбитые сливки. Молока якутская коровка дает мало, но оно очень жирное. Строганину едят вечером, когда устанут или замерзнут. Пища вся сезонная. Человек приноравливается к временам года, к тому, что дает природа. Секрет приготовления таких лепешек прост. Тесто заводится на молоке, но пекут его не в духовке, а на раскаленной печи. Многие имена на географических картах – памятники тем, кто выстоял в борьбе с суровой природой. А если не борьба, а гармоничное единство? И можно ли победить природу, и нужно ли ее побеждать? Этой маской часто пользовался врач полярной экспедиции, которого беспокоил каменеющий от мороза нос. А рыбаки совхоза Мостахский на морозе в 30 градусов работали в такой одежде целый день до захода солнца. Ученые ищут пути приспособления к экстремальным условиям. Экономист Сергей Соловьев и врач Владимир Рыбин готовятся к новому переходу. Предыдущая полярная экспедиция, организованная газетой «Советская Россия», уникальна тем, что ее участники максимально учитывали опыт коренных народов Севера. И этот опыт полярников не подвел. Теперь вы приняли вот ритуал еще людей, которые на северах уже так, долго, уже поколениями испытали. Вот это как-то внесло дополнительную убежденность вот в ваш стимул? Ну, живучесть, что ли, я это должен сказать так, что мы вот когда вынуждены были в силу целого ряда обстоятельств вот, перейти на ночевки, скажем, без палатки, просто в снегу зарывшись. Вот, отказ от палатки, он повлек за собой, понятно, отказ от огня, просто на ветру в пургу не разведешь. Вот огонь. Значит, мы перешли на сыроедение, на вот эту пищу, которую мы в дороге доставали, строганину, и рыбы, оленя, мясо, копальхин, этот самый.
Вот, научились мы ориентироваться, так сказать, по звездам, по таким едва приметным ориентирам. Это нам дало. Мы наработали таким вот образом опыт автономного существования каждой отдельной упряжки. То есть, понимаете, я уже психологически, в случае, даже если бы я где-то отстал, там потерялся, я уже не зависел от палатки. Вот. И, то есть у меня не было бы чувства растерянности и паники, что как же так, я Вот здесь мне, один, знаете, там вот ваш рассказ напоминает, может быть, такую даже какую-то аллегорию. Знаете, северная природа для человека, в общем, это дом родной, если он его хорошо знает, да? И чем больше вы вживаетесь в знание этого дома, тем он становится для вас роднее, значит, он вас и защищает больше. Вы как будто бы вжились, да, в этот Да, родной. качественный такой произошел перелом какой-то вот в определенный момент. Папанин еще присылает нам телеграммы, что вы делаете без палатки, как это можно. А в то же время у нас появилась большая психологическая стабильность, уверенность. Если говорить вот в чисто таком биосоциальном варианте, то приспособление в этих экстремальных условиях или экспедиционных отрядов, или каждого человека можно выделить и разделить на две крайних таких вот стратегии, так назовем. Первая стратегия – это стратегия максимально закрытого состояния. То есть у вас с собой оборудование, с собой радио, с собой питание, с собой техника, все с собой. Значит, холод, ветер, невзгоды, понимаете, а внешние травмирующие, даже инфекции, вы закрыты. Вы как в капсуле, вы несете на себе капсулу, вы на Семер внедряетесь как в космос, да, в капсуле. Значит, эта система максимально закрытая, и она живет внутри за счет самоуправления, да, значит, вот капсула. Второй вариант – никакой капсулы. Наоборот. Все открыто, да? Вы у природы взяли воду, вы у природы взяли тепло, вы взяли движение, вы взяли пищу, небо для вас ориентир, небо друг, и все вокруг ваше, ну и вы тоже принадлежите Арктике. По существу народы Севера, они были в капсуле Земли. Материал Севера, материал народов, накопленный веками вот в этом тонком диалоге с природой, единстве природы, становится важнейшей сейчас частью в научном аспекте для нас, для нашего завтрашнего дня, для будущего. Накопленный опыт истории прошлого, то, что мы сегодня выделяем и называем формами древней медицины или народной медицины, это нельзя воспринимать сегодня отдельно. Например, у кочевых народов пояс – это предохранение от нарушений во внутренних органах живота. Без пояса не мог кочевник долго скакать на лошади. Что это инструмент? Медицинский, гигиенический? Или это карман для, скажем, закрепления оружия? Или это украшение? Поэтому и фольклор, и опыт, и то, что мы называем культурой, скажем, в области украшений, или культурой в области медицины, или культурой в области, может быть, одежды или еды, мы воспринимаем это в сегодняшнем видении. А цельность, единство, экологический комплекс, весь пейзаж жизни, он неразделим. В России русский мороз – это мороз, говорят. А у нас в Якутии-то особый мороз. А настоящий, крепкий такой мороз. Якуты всегда носят зимой оленьи лапки, вон теплые янты. И в то же время это оленьи лапки делается замша. Она тоже очень теплая и легкая, удобная. Поэтому они давно, это сколько лет не знаю, наверное, как они появились здесь, начали шить вот такие обувь.
якутские. Потому что у нас зима крепкая, хорошая зима, настоящие морозы. Градусов 63 иногда бывает так. Это называется якутские морозы. Человек – единственное создание природы, которое на первый взгляд не подвластно законам экологии, поскольку может существовать почти в любой точке земного шара. И все же, сколь не впечатляющие достижения человека, в действительности он никогда не покидал своей экологической ниши. Ему всегда необходимы воздух, питьевая вода, пища. Традиционные культуры народов Северной Азии тысячелетиями адаптировались к суровым экологическим условиям. Более 30 народов Сибири, Севера и Дальнего Востока живут в нашей стране. Разный у них быт, различный уклад жизни, но общее в одном – умение найти себя, приспособиться к суровой природе. В нашем фильме снимались работники заполярных совхозов: Арктический, Арымас, Катарыкский Красноярского края, совхоза Мастахский Вилюйского района, жители городов Якутии, поселка Хатанга, члены якутского клуба ветеранов трудовой и боевой славы, пенсионеры, якутские долгожители. Ведь Якутия, где так безжалостен пояс холодов, славится своими долгожителями не меньше, чем Грузия. Таймыр. Семья директора совхоза Павлова. Значит, наши дети родились здесь, на севере. Ну, как мы поженились, Танечка у нас первая в Дудинке родилась, а Ванечка уже здесь, непосредственно в Новой. Закаливанием так специально не занимались, но стараемся это не закутывать их детей. Как они бегают тут, играют, часто на улицу ходят. Босиком по снегу убегают. Я имею в виду, что это находится, ну, много времени находится на воздухе. И заметно, вот практически они не болели такими простудными заболеваниями ни разу. Ну и сам я в своей работе, будучи до этого и в тундре, когда бываю уже, тоже одеваюсь в такую полярную одежду именно Летаешь со мной. наших местных людей, то есть коренной национальности именно северной. То это малица, сакуй, бакари. Эта одежда именно местных наших народностей севера, она очень удобно и практично в таких экстремальных условиях, как у нас холод, пурги. Вы же мехом внутрь тоже к телу, да? Да, мехом внутрь на Вот голое эта рубашка. тело. Вот рубашку. А это сверху. Я понимаю, но Малица. вот именно вот мехом внутрь, это ощущение. Обязательно, мехом Вот вовнутрь. понятно, но вот как это потом становится родным таким просто или... приятно. Очень уютно. Просто приятно. Ведь она же шьется, вот эта даже кухлянка, которая на тело одевается так, чтобы ось меха была немножко вверх, то есть против хода шерсти, чтобы она массирующее такое действие производила на кожу. И пот отходит. Вот. Потом она ведь, каждая ворсинка по строению, вот она же микрокапилляр, Да, заполненный воздухом. И вот только соприкасаясь с чистым теплым телом, она вот теплая такая, мягкая. Ну, вы знаете, было ощущение, я все время ребятам говорю, меня сегодня моя женщина очень хорошо грела. Ощущение, как будто вот женские руки тебя все время так вот гладят, гладят. Вот когда потеешь, а ведь работать физически приходилось очень здорово. Пот по вот этим капиллярам отводится, и только вот это Это даже наружная по поверхность. межволосковому пространству тоже отходит. Наружная поверхность только инеем берется и индивеет, а это долго остается сухим. Ну, когда, конечно, вот бывало такие, что по 4 ночи подряд просто ночевали, не вылазя из нее, дышишь ведь туда. Конечно, влаги очень много, она уж напитывается вся, и хуже начинает греть. Тогда от нее надо, значит, избавляться от этой влаги. Сушить. Вот вы говорите, сушить. Все говорят, а как же вы сушили, вы же там без огня-то. А оказывается, даже тут этот мех имеет такие особенности, что совсем не обязательно для него огонь. Правда, тут нужно запастись терпением, значит, на какое-то время снять все это с себя, вывернуть голышом. Она просто вымерзла. вымерзла. Она вымерзла, потом палкой выбила так.
процентов 70-80 удалилось. Опять одел на себя, подвязался минут через 5, через 8, уже тепло. И опять недели на 3, на 4. Ноги как? Ноги тоже у нас, вот видите, чулки такие вот были, стриженный мех тоже, голая То же нога самое, сюда, да? И нога чувствует себя. Нога там очень хорошо. удобно, мягко. Потом ориентируется же еще ногами. Вот вы говорите по звездам, ориентируется по траве, по земле, по снегу. Чувство, ощущение. Когда едешь, уже собираешь целенаправленную информацию. Не просто так за чаем беседуешь с оленеводом, а спрашиваешь его, как осенью трава куда легла, на восток. То есть перед снегом ветер дул в одну сторону. Трава легла в ту сторону, и так там под снегом осталось лежать. Если вдруг магнитная буря, ну, полярное сияние часто сопровождается, и компас видно, что что-то не то показывает. Откапываешь, уже знаешь, что охотник рассказал в этом месте у нас. Вот так была трава осенью. Смотришь, трава в этом направлении лежит, и двигаешься по этому. Потом последние, скажем, дней 10 или неделю ветер дул в каком-то определенном направлении. Заструги сформировались. Понятно, да. И даже если хорошая скорость, наст крепкий, сидишь на собаках, мягким тобоком, в темноте абсолютно, кончиком чувствуешь направление заструга, значит, направление частей света определяешь, поправляешь собак Вот голос. видите, вот вам и открытые капсулы уже со всех сторон получается. И таких вот мелочей очень много, потому что как раз складывается вроде бы из простых вещей, но когда их много, вот и формируется стабильное чувство безопасности, автономности такой полной, без всяких вертолетов. Это было перед Новым годом. 26 декабря. 26, да, перед Новым годом. Главный зоотехник у нас бывший, работал с Хе Константин Николаевич. Пришел ко мне домой, ну, в квартиру, говорит, так и так, случилось такой случай, что когда ехали, они в бригаду поехали, ну, по каким там причинам, девочка с саней-то упала. Как раз вот у нас сидит. Как раз 4 года ей было, да? 4. Ага. Ну что, надо принять меры, мы машину, буран снарядили. Поехали, искали чуть ли где-то до 5 утра. В каком плане искали? По следу. Примерно знали это место. Ездили. Ну, ничего не нашли. А утром уж расцвело, вызвал я. 60 градусов. Да, за 50 уже что-то было. Потому что даже в машине задний мост мы порвали. И только из-за мороза он порвал. Лопнул. Потом утром я Колю Ока отправил. Он как раз работал на него. Я говорю, ты на оленях поезжай по следу. Потому что, ну, зимой-то не видно. Светит. Фары-то светят. Дальше фар ничего не видно. Поехал он. И она как раз возле кустиков ходит там по острову. И только щечку приморозил. Потому что, в принципе, та одежда, в которой она была одета, это как индивидуальное жилье свое, которое носит на себе. 5 лет назад в газете «Труд» рассказывалось как раз об этой истории, когда на Таймыре потерялась маленькая девочка. Она больше суток находилась на морозе около 60 градусов. Одна, в тундре, в полярную ночь, она не растерялась, а уверенно шла к темнеющему лесу. Это была Надя Момди. Сейчас она учится в 4 классе поселка Хатанга. Это за полярным кругом. Уверенность у этих народов, она рассчитана, если хотите, на реальном предсказании. То есть он, если вот это случится так, он знает, что он примет такое решение. Если там это озеро пересохло, там что-то такое ему напоперек, он вот это примет решение. У него есть такая не длинная на всю жизнь, но психологическая дистанция, как вот у спортсмена, наверное, чувствует свою 100-метровку, да? То есть у него эта уверенность состоит не потому, что он как-то, ну, как сказать, мифически, что ли, или сказочно он предсказывается. Он знает, что каждый шаг, вот собака, да, что у нее есть запасная собака. Он уверен. Психологическая убежденность. Не так, как у полярников, скажем, ну, у Нансена или у кого-то, что он, так сказать, ну, стоически думает, что он победит. Это уверенность, но она не подкреплена материально. Должен во что бы то ни стало. Да? Да, во что бы то ни стало. А во-вторых, конечно, вся культура, некоторые ведь и 1000 лет уже на севере, да, они настолько вписались во всю эту хитрость природы, что в этой хитрости, понимаете, они занимают такое место, да, такое место, что они подпитываются и снизу, и сверху, и эта одежда, и эти жилища, семейные их отношения, отношения к детям, отношения к старикам, периода охоты.
Даже птицы к нам на севере летят. Почему они, например, в Африку не летят, в теплые края? Там столько изобилия всего. Видимо, их тянет сюда. Это талая вода дает им крыло. В Якутии проходит праздник Нового года. Старики поют алгыс, благословение на весь предстоящий год. Они многого желают людям. И небо ясное, и успеха в труде, и душа, что была прекрасна. И душа, и здоровье человека неразделимы. Будешь ты заходить физически, будет у тебя щедрое богатство. Твое богатство – это твое здоровье. И это богатство дает природа. И Отец мой берег эту природу. И я ее берегу. И пусть внук мой бережет ее. На самом деле, на севере, там, где я бывал в экспедициях, пришел в одежде, он смотрит. Они же не говорят. В одежде же язык. Все. Там же не спрашивают. Дальше. Он сел. Как сел? Трубку свою как набирает? Все же молчат. Но уже много разговаривает об этом. Ну, понимаете, это язык. Это язык. Кроме вербального языка, есть еще язык жестов, язык молчания, язык какого-то ритма. Причем на таком же уровне понимания, как и словесный. Даже более, может быть, глубокий. Поэтому этносы эти полиязычны. А европейский этнос моноязычен или в основном моноязычен. Поэтому мы-то со своим языком туда приходим, мы не можем их понять, потому что они общаются друг с другом и отражают жизнь свою в разных языках, а мы понимаем только один и то, если мы его понимаем. Я думаю, что наше видение вот многоязычности этих этносов, а исторически мы привыкли к ним, знаете, относиться иногда еще, значит, традиционно, что там какая-то отсталая культура, что там, понятие, не раз. Там очень развитая культура, но только она не та вербальная. Поэтому кто из нас отсталый в этом отношении, тут не надо делить, но я думаю, что сравнивать нужно вот с каких-то таких социально-исторических и этнических, что ли, культурных позиций, вот в таком, вот в принципе, многоязычности этих народов. Когда Проня учился в школе и приезжал к родителям на каникулы, он с удовольствием работал в стаде вместе с отцом. Мы не раз обращали внимание на доброту его и отзывчивость, на то, как много он заботился о своих младших сестренках и матери. И вот сейчас нас встретил большой веселый парень, характер которого так и не изменился, несмотря на по-прежнему суровый нрав отца, бригадира Евдокима Савельича Кудрякова. Жизнелюбие – это, говорят, очень большая научная, психологическая, социальная тема. Но нам подумалось, что именно эта черта характера северян помогает им во многом найти общий язык с природой, которую они так щедро выражают в красках. Неразгаданные тайны Севера. Вот где сошлись пути маленькой Анчик Ивановой из северного наслега Вилюйского района и академика Казначеева, который занимается экологией человека в Совете по биосфере Академии наук СССР. Вот север или высокогорье в будущем, трудные условия жизни, они явятся тем индикатором и средством дальнейшего развития резервов здоровья, значит и долголетия, значит и психического подъема, вероятно, новых резервов и памяти, и интеллекта человека.
В этом отношении научно-технический прогресс как бы сливается с природным процессом, с эволюцией самого человека. К сожалению, урбанизированный человек, а сейчас не только урбанизированный, естественно, изменил пороги восприятия, физиологические и физические восприятия звука современного человека, особенно городского, существенно более грубое, чем тонкость слуха человека, который жил в лесах, в степях, в горах и в тундре. Конечно, не все из традиций коренных народов Севера можно взять на вооружение сегодня, но сейчас, когда сами северяне, притянутые магнитом комфорта, забывают опыт своих предков, а народным танцам их зачастую обучают балетмейстеры, тревога ученых о бережном отношении к этим традициям, которые являются частью приспособительного комплекса этого феномена Севера, тревога ученых может быть понятной. Да, все процессы на Земле неразделимы. А Север, при всей его арктической суровости, это в сущности хрупкая и трепетная среда обитания. И человеку еще много нужно работать в том доме, которым является его планета Земля, для того, чтобы суметь сохранить для потомков заповедные места, и чтобы через 100 и через 200 лет Север мог оставаться кладовой здоровья для человека. Узоры, орнаменты – это только внешнее и не самое главное выражение той сложной гармонии с природой, в которой живут коренные народы Севера. Земля. Много ее неразгаданных тайн предстоит еще раскрыть человеку.